возникновение якутского кино, так называемого феномена якутского кино, оно впрямую связано с тем, что до этого возник феномен якутского театра, безусловно, переформатированный феномен, поскольку якутский театр древний, старый, один из самых старых национальных театров России. Сегодня они начали отмечать день рождения свой с 1906 года, с первой любительской постановки. Мы так делать не стали, мы не отмечаем с 1887 года татарское театральное искусство с несчастной девушки. Но тем не менее, они действительно один из самых крупных, серьезных российских национальных коллективов. Но всплеск, вот, феномен, когда они вышли за пределы сугубо своего этноса, близких народов, это, конечно, начало 80-х, середина, приход Андрея Савича Борисова на должность главного режиссера театра академического имени Платона Аюнского. И потом долго его работал, свыше 20 лет на посту министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, создание им в это время, чем он очень гордится, театра Аланхо, который, Аланхо — это их древняя традиция, сказительная, эпос, он был практически забыт в советское время, то есть его возрождение в 90-е годы связано с именем Борисова. И поэтому, конечно же, все эти актеры, которые снимаются в кино, там же, ну, как бы не снимаются просто оленеводы, да, или там люди, которые живут... Это же те же актеры, которые имеют прекрасную школу, которые сочетают в себе русскую психологическую школу, Михаила Масляков, Чепкинского училища, МХАТа, ЛГИТМИКа. И, с другой стороны, выпускники Арктического института, тоже одно из детищ Борисова. Так что, в общем-то, все успехи японского кино, они подготовлены успехами, действительно, на несколько десятилетий раньше подготовлены успехами якутского театра. И если говорить о казанском зрителе, они несколько лет назад приезжали уже в рамках нашего форума, ну, то есть мы же дружим с ними, мы приглашали легендарный спектакль Андрея Савича «Желанный берег», и спектакль «Таганки», супруги его, Степанида Борисовой, знаменитой фолк-певицы, сказительницы Алан Хасуюту и возродителю традиции таюк, то есть протяжного песенного исполнения. А после этого были у них большие гастроли в связи с их 110-летием. И всегда, в общем-то, залы заполнены, всегда это интересно, конечно. Но, несмотря ни на что, просто так исторически сложилось. Многие наши национальные коллективы лучше знают за рубежом, потому что, например, те же самые якуты, они постоянные резиденты всяких японских фестивалей, европейских фестивалей. Это достаточно серьезный театр, но если мы говорим о Платоне Аюнском. А здесь мы решили расширить программу и Аланхо театр, и театр эстрады, и ТЮЗ, тоже все известные коллективы. В общем, я думаю, это будет не просто интересно, это будет очень интересно казанскому зрителю и фестивальному зрителю.